Сәлем. Мен Динагүл Тасова. Бұл күн туды. Мен барлық қызды шешіндіремін. Фэшіндіремін. Неге? Өйткені барлық әйел бақытты болуға лайықты. Олай болса, бағдарламамызды бастайық. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Дина. Ольга, сегодняшняя наша героиня – молодая мама и бизнес-вумен. Она хочет менять свой стиль, на классику хочет. Что вы посоветуете? Вы готовы менять? Знаете, моя специализация – это интуитивное преображение женщины, поэтому я с радостью подберу новые образы для Мадины. А мы можем ее менять до неузнаваемости? Постараемся. Я вам верю. Вы очень хороший стилист. Только осталось ее дождаться. Она вот минут на минут должна уже быть здесь. Жүрек жұтқан алғашқы кейіпкеріміз Мадина. Ол қоғамдағы статусын өзгертіп, стилін ауыстырғысы келеді. Мне 40 лет, я работающая мама годовалого малыша. У меня свой бизнес по доставке правильного питания. Я буду очень счастлива, если стилисты смогут опять вернуть мою любовь к преображению и любви к себе. Өзгеріске дайынсыз ба? Әрине. Толыққанды сенесіз. Бізге сенуге болады, әрине. Ендеше. Ольга, Мадина у нас молодая мама, бизнес-вумен начинающая. Кстати, еще сегодня у нее день рождения. Какие у вас предложения? Я предлагаю вам деловой стиль все-таки рассмотреть, чтобы он был удобный и вещи, чтобы были взаимозаменяемые. То есть вещи должны быть простые, и из них мы создадим сложный образ. Я готова. Вы обычно предпочитаете какие одежды дома? На улице, в гости когда? С учетом того, что у меня маленький ребенок, я сейчас сменила весь свой гардероб на более комфортную для себя одежду для кормления и для быстрого перемещения, скажем так. Но так как ребенок подрастает, и я хотела бы, чтобы мой образ говорил раньше, чем я начну представлять свой бизнес. Чтобы вы были именно лицом вашего бизнеса и вы выглядели, чтобы стильно, респектабельно. Да. И при этом, чтобы была классика, да? Или не обязательно, чтобы? Не обязательно, да, я открыта к любым предложениям, тем более, что тенденции сейчас в мире так поменялись с тех пор, как я вышла в декрет, и поэтому готова к любому преображению. У меня интересный вопрос, почему вы решились именно сейчас меняться? Как я сказала, я 1,5 года сидела в декрете, и 1,5 года – это значительный срок, чтобы мир вообще полностью поменялся. И когда я сейчас слежу за новинками и открываю свой гардероб, я понимаю, что у меня нет ничего, чтобы соответствовало текущим тенденциям моды. Так, Ольга, вы понимаете, да, мы должны превратить от обычной мамочки на бизнес-вумен сейчас. На вас большая задача. Давайте ваше предложение посмотрим. Смотрите, можно подобрать вот такую рубашку с запахом, менять низ. А открытые одежды вы можете носить? Да. Муж не запрещает? Да, разного цвета топ или водолазку еще сюда можно внутрь одеть. И низ уже в зависимости от мероприятия, либо джинсы, либо классические брючки, либо, пожалуйста, вот такие еще варианты. В тренде многослойность у нас, поэтому предлагаю классическую рубашку, поверх нее одеть прозрачную блузку, блузу такую и сочетать ее с юбкой. Как вам? Да, супер. Так, насколько я поняла, наша героиня готова ко всему. Ко всему. Давайте. Тогда, Ольга, может быть, мы все-таки какие-то темные тона, так как наша героиня в основном, оказывается, любит черный цвет. Из таких оттенков вашего размера я подобрала классические брючки. Так, получается, эта кофточка вместе, да, идет, да? Ну-ка, можно посмотреть? И обыграть таким стильным, интересной расцветки. Но она еще идет как классика и так же, как
повседневной, да? Да, точно так же можно сюда одеть белую рубашку, любой шарф, а сюда можно одеть также джинсы, кеды и, пожалуйста, уже на какую-то более неформальную. А с юбочкой есть какие-то варианты, может? Вот, с классической юбкой у нас вот такой вариант есть. О, вот это Также, мне больше нравится. пожалуйста, почему-то. топ внутрь одеть можно или рубашку. Можем, да, посмотреть? В принципе, да. Ну, у нас осталось только примерить. Примеряем? Давайте Да. посмотрим. Меряем. Мадина? Вау! Как вы изменились! Ну-ка на вас посмотреть. Ну, здесь много чего надо исправить, конечно же. Во-первых, рукава вот не должна таким выглядеть, я думаю. Рукава закрыты. Ремни. Да, нет? Так. Так, Мадин, как вы себя чувствуете? Ну, принимая во внимание, что это уже внесло некоторые коррективы в мой образ, то очень хорошо. Вам нравится? Нравится, но я в предвкушении, что будет что-то еще интересное. Так, мне очень даже нравится. Зеленый цвет, но очень богатый цвет. Знаете, в этом году еще даже темно-зеленые. Да, моде. да, бутылочный, очень модный. Да, и рубашка здесь, вот смотрите, какие у вас рисунки красивые. И вы самая яркая, вы сами еще яркая женщина, и вам очень даже подходит. Спасибо большое. Если хотите стать нашим следующим героем, запишите минутное видео о себе, отметьте наш аккаунт и не забудьте поставить хэштег #DinaSOS. Дина, помоги! Мадина, вы готовы? Выходите, мы хотим на вас посмотреть. Ой, прелесть. Так, рукава тут у нас, как всегда, с рукавами проблематично. В целом неплохо, мне нравится. Даже с туфлями подходит здесь. Давайте следующий образ попробуем. Но я все-таки думаю, знаете, я же люблю раздевать девушек, особенно себя, да, те, кто Декольте любит. и короткая Да, юбочка. я люблю глубокое декольте, при этом, чтобы она выглядела очень красиво, женственно, понимаете? Я хочу раскрыть вас именно с этой стороны. Поэтому я бы хотела, бы вы все-таки примерили вот это вот. Без ничего. Ну, мы сюда добавим какие-то там детали. Сейчас посмотрим. Давайте. О, вот это вот другой разговор. А почему вы внутри одели кофточку? Потому что мне так комфортнее. Нет, Мадин, знаете, я хотела вам отдать свой шарфик. Вы о деталях не забудьте. Я не хочу, чтобы у вас было здесь полностью открыто. Я бы хотела бы прикрыть чем-то другим. Давайте, Дина, шарфик снимай. Не могу дать, тут же уже поздно. Вау, какая красивая женщина! Смотрите, какая прелесть. Классно. Но мы можем здесь чуть-чуть прикрыть, а так очень сексуально. Это лучший образ, который я видела. Вот реально, Прикрыть. честно вам говорю. Прикрыть мы можем, Вы да. сюда Вот. можете белую рубашку вниз можете одеть. Можете одеть топ. Можете шарф одеть. Я думаю, все-таки попробовать надо что-то новое. Но это вам не помешает. Видите, как вы очень красиво смотритесь в этом? Или другой шарф. Нет, это хорошо. Очень красиво. Очень стильно, бомбический образ. Вы себя видели? Как вам? Нравится? Я себя еще не видела в таком образе. Ну, мне комфортно. Пиджак мне нравится тем, что он, несмотря на свою всю деловитость и прямолинейность, он очень гибкий, мягкий.
Вот, это Это ваш стиль, это классика, и в нем можете выходить на разные деловые встречи или же даже устроиться на новую работу. Почему бы нет, да? Это очень красиво вам, прям шикарно. У меня глаза прям загорелись. Когда я вас увидела, я прямо смотрела, прямо влюбовалась. все образы были очень интересны, и я обязательно все то, что вы мне порекомендовали, приму это в свой текущий гардероб. Я рада преображать вас. Дело за малым, Мадиночка, вы изумительны, и мы дарим вам образ. Один из образов, он подчеркнет все ваши многочисленные достоинства. И Спасибо. это вам. Это так приятно получать подарки. У меня просто нет слов. Благодарю вас. Ждем вас в полном образе и с макияжем, и с укладкой, и с кровью в глазах. Спасибо большое. Мадина, міне бүгін өзіңіз сезіп тұрған шығарсыз. Қазір біз әрлеу салонға келдік. Сізді қазір толыққанды жаңа образыңызды жасау үшін біз сізге әдемі бір стиль қалыптастыруымыз керек. Ол стильдің толық қалыптасып жетуі үшін қосымша әйел адамына сұлулық, былайша айтқанда коррекция дейміз. Сізге қазір кішігірім өзгертулер енгіземіз. Ол үшін бізге көмекке қазір осы Дара бьюти салонының менеджері Альмира көмек беретін болады. Келіңіз, Альмира. Саламатсыз ба? Альмира, Мадина. Өте Қош келдіңіз біздің салонымызға. Альмира, кішігірім ақпарат берейін. Бізде Мадина бүгінгі кейіпкер бағдарламамызға арнайы келіп отыр. Өзгергісі келеді. Қосымша ол кісінің бүгін туған күні. Құттықтаймын. Тек білікті маман қолына тапсырамыз. Толық образдың дайын болуына аз қалды. Енді шаш пен мейкап жасаймыз. Ендеше, Мадина, өзгеруге дайынсыз ғой? Я дайын. Ал кеттік ендеше. Қыздар, Мадина, жалпы қандай күтім жасайсыз? Бетіңізге, көзіңіздің айналасына кішкене возрастное деген бар, возрастные морщинки бар екен, байқап отырсам. Ежедневные процедуры, не прибегая к каким-либо хлоридам, даже химическим, да? Ну, в основном домашний уход. Да, домашний уход. И теперь я хочу еще спросить у вас. Вы рожали в 40 лет. У нас обычно говорят, вот 40 лет женщина только для себя рожает. Ну, женщина в любом возрасте рожает исключительно для себя. Это вне зависимости от возраста. Но рожая ребенка уже в таком зрелом возрасте, наверное, я больше имею возможности, во-первых, дать ему, потому что у меня уже сформирована материальная база, я удовлетворила фактически все свои потребности, которые у меня были ранее. И в-третьих, я уже могу просто наслаждаться и кайфовать от того, что у меня появился наследник. То есть, Только вы осознали это в 40 лет, да, получается? Или как? Или у вас было какие-то там ситуации жизненные? Вот я хочу именно поговорить на эту тему, потому что мне, например, 30 лет сейчас. Мне многие говорят, вот ты уже старушка, ты не замужем, ты можешь рожать для себя, например. По идее, многие женщины после 35 рожают для себя. Это не надо скрывать, это реально так и есть, например. А в вашем случае что? в моем случае что? Ну, во-первых, мы все ходим под Богом, да, и только Ему принимать, наверное, решение, когда это придет. Мы не можем управлять этим процессом. Вот, жизненные обстоятельства были такие, что вот у меня случилось так. Но за этот период я сделала хорошую карьеру, я очень много путешествовала, я занималась саморазвитием. И не знаю, смогла бы ли я дать то, что я имею сейчас, если бы я его родила, допустим, 10 лет тому назад. Поэтому
А зато вашему ребенку было бы уже сколько, 10 лет сейчас. А не жалеете вы? Я абсолютно не жалею. Вообще я считаю, что жалеть о чем-то это пустая трата времени, потому что то же время, что ты тратишь на жалость к чему-то или сопереживание, ты можешь эту же энергию и это же время потратить на то, например, на что-то созидательное и создать что-то уникальное. А муж, сколько лет вашему мужу? Ему 43 года. 43 года. То есть он тоже ждал только вас, да, получается? Нет, у него есть, да, ребенок. У него ребенок, то есть он разведенный, да? Нет, он не разведен. Он удочерил девочку, да. Мгм. Как ни странно, у нас таких очень мало. Да. Либо ты токалкой станешь, либо ты будешь второй женой. А в вашем случае он удочерил, да? Да, фактически Он не идеальный. женатый, вообще не женатый? Или как? Ранний. Ранний? Мгм. А вы общаетесь с дочкой? Как своя дочь понимаете или как? Нет, к сожалению, не общаюсь. Да, потому что она живет с бабушкой, да, в другом городе. То есть вы вообще даже не встречаетесь, да, с ней? Да? Мгм. Сколько ей лет? Я, честно, не хочу это на интервью говорить. Это зачем? Это не та история, это вообще не про то. Мгм. Лучше, мне кажется, я не знаю, про бизнес, может, лучше поговорим. Опытом. Мне просто как человек интересно стало. Во-первых, потому что я тоже, так скажем, незамужная девушка. Мне просто интересно было, поэтому Да, давайте. как интересный собеседник я у вас интересуюсь. Хорошо. И На эту тему, не да, обижайтесь, конечно, на расскажу, это. что. Конечно, общество наше, оно вносит какие-то коррективы, но только мы имеем возможность принимать решение, что нам делать в нашей жизни. У нас жизнь, она одна. И сравнивать себя с кем-то, и тем более прислушиваться к миру, к сообществу, это немного будет, может быть, некорректно. Ведь есть такая поговорка, да, некоторые люди, они просто не тактично себя ведут. Например, условно говорят там, девушка в 30 не может забеременеть, для нее это боль. И человек, он со своей колокольни подходит к ней и говорит, почему ты не рожаешь? Ну, зачем давить человеку на больную мозоль, не понимаю. Или там к 25-летним, да, например, девушкам подходят, ты еще не замужем. И, никто не вправе вообще вмешиваться в личную жизнь другого человека. Это как минимум бескультурно и неэтично. Вот. Но, к сожалению, да, мы с этим сталкиваемся у нас в Казахстане, помимо того, что у нас очень укоренелые такие родовые отношения, и сообщество у нас немного так тоже не всегда воспринимает. Тогда, когда женщина может вполне самостоятельно, самодостаточно себя реализовывать в жизни. Вот расскажите мне, пожалуйста, Мадина, рожать в 40 лет трудности и в целом, как оно происходит? Если говорить обо мне, то у меня лично все проходило очень замечательно. И Вообще по психологии это не сложно, не тяжело? Принимать себя таким уже в 40 лет, осозная, что ты уже определенно... вы прям зацепились за мои 40 лет. Нет, я прям мне не могу. просто реально интересно. Просто, видите, У вас это какой-то фетиш прям уже стал. просто это сейчас в нашем обществе незамужних девушек очень много, понимаете? И почему-то многие думают, что после 30 надо рожать только для себя. А тут вы говорите, я не только для себя родила, я захотела именно, осознала, понимаете? И мне интересно стало, а какое это вообще чувство, как это можно узнать и какова вообще бывает ситуация? Узнать вы только узнаете, когда вы будете в этом положении. Это человек, вы, который уже пережили такой период, понимаете? И мне интересно. Это очень волшебное состояние. Бывает послеродовая депрессия, кстати. Меня, к сожалению, к радости обошла такая ситуация, чтобы я столкнулась с какой-то депрессией, потому что это долгожданный ребенок, и самые лучшие качества, которые может испытать женщина, наверное, это став мамой. До сих пор я кайфую от этого состояния, и это волшебное, непередаваемое ощущение,
которое, наверное, вот, может испытать только женщина, родив. Касательно того, какие могут быть роды, дело в том, что экология и другие вещи, они влияют на здоровье женщины сейчас. И девушки могут и в 20 лет, сколько мы уже слышим историй, что и молодые не могут выносить здоровых детей. Поэтому, конечно, очень важно беречь себя с молодости. Вот. А мне, вот, наверное, помогло то, что, во-первых, я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом и правильно питание поддерживаю. За ребенком сами ухаживаете? Или были, что кто-то так помог вам, я не знаю? Конечно, мне помогает мама очень сильно в моем материнстве, скажем, супруг, родственники. Ну, большей части, конечно, мама. Вот. Ну, ребенок чаще со мной, потому что я как-то еще не хочу его отделять от себя. Он со мной ездит на работу и в путешествия, и фактически... Постоянно. Да, постоянно со мной, да. Угу. Приятно, что вы сейчас делитесь своим опытом, жизненным взглядом и доверяйтесь нам тоже, потому что у нас очень классные мастера. Мы всегда, женщины, не должны забывать об этом, о том, что мы самые прекрасные, красивые создания, что мы достойны большего, что мы должны в первую очередь ставить себя, ухаживать за собой, любить себя, принимать себя, какая мы есть. Вот потом остальные все проблемы решаться будет само собой. Вы точно говорите, вы правильно говорите. Это действительно должен быть девизом каждой женщины. И вот несмотря... Вот, ваша работа, да, профессия, она обязывает быть вот, красивой, звездной. Но это все доступно любой женщине в самом минимальном бюджете, при самом минимальном, там, не знаю, вложении в себя можно это сохранять. Вот, но, да, женщины мы любим такое свойство, у нас жертвоприношение. Вау, Мадина! Қандай керемет, әдемі! Қыздар, бүгінгі қыздар сізге әдемі өте жұмыстарын өте мұқият әдемі жасапты. Өте профессионалды. Дайынсыз ба? Өзіңізді көруге? Волнуюсь. Волнуйтесь, но не волнуйтесь. әрине дайынмын. Дайынсыз ба? Иә, Ал ендеше онда кеттік. 1, 2, 3. Қараңыз. Телефоныңыз ба? Жақындап қарасаңыз болады? Я была ма? Қалай? Как красиво! Шашыңыз қандай әдемі ба? Да, шашың Шашың вообще. түсі ұнап тұр ғой сізге? Да. Қандай керемет, современная прям прическа такая, да? И не локоны, и вот такой легкий. У вас все уже поменялось, образ просто бомба. Девочки, спасибо вам большое. Рахмет, қыздар, сізге Қыздар, рахмет за вашу работу. Да. Пусть все в вашей жизни складывается наилучшим образом. Ал, Мадина, ендеше біз сізді толық образда көрейік. Біз сізге киім таңдаған болатынбыз. Кеттік ендеше. Мадина, қараңыз, қандай керемет, қандай әдемісіз, сұлусыз. Рахмет, Динагүл, сізге. Мына шарфты бірақ кішкене былай тағу керек болады. Әр апта сайын мен бір жанды бақытты қыламын. Егер ол жаны сіз болғыңыз келсе, өзіңіз жайлы 1 минуттық видео жазып, біздің парақшаны белгілеп, Динасос хэштегін жазуды ұмытпаңыз. Ал мен сіздерден лүпіл күтемін, біздің парақшаға жазылыңыздар. Қазірше, чау-чау!